Люди с неудачной семейной жизнью шутят: хорошую вещь браком не назовут. Имею в виду два значения этого слова. Первое значение этого слова – это официальные отношения между мужем и женой, которые сейчас, в данный момент, регистрируются в ЗАГСе. ЗАГС – это сложно сокращенное слово или аббревиатура, которая означает запись актов гражданского состояния. Но до советских времен, до появления ЗАГСов, браки осуществляются на небесах. То есть христианские браки заключались в церкви и освящались батюшкой. В исламе мусульманские браки, эту брачную процедуру проводит мулла. И брак образован от старославянского глагола «брать замуж» или «брать в жены». И это официальная версия происхождения этого слова. Согласно второй версии, перед вступлением в брак мужчина просит у девушки руки. На итальянском языке слово «рука» «il braccio», на французском языке «le брак», на латинском «brachium». Так вот, корень этого слова происходит из латинского языка и означает «руку», то есть то, что мужчина просит руки у девушки перед вступлением в брак. Берут друг друга за руки и вместе идут по жизни. Но непонятно одно: почему вещь плохого качества называют браком? Объяснение очень простое. Это значение этого слова пришло из польского языка. Плохая вещь или сломанная образована от немецкого глагола, что означает ломать. Или, так, кстати, английский вариант to break. Из всего этого мы можем сказать, что брак в значении семья и брак – это плохая вещь, это омонимы, то есть слова, которые одинаково произносятся, но означают абсолютно разные вещи. Поэтому не всегда то, что говорится в поговорке, что хорошую вещь браком не назовут, оно не всегда верно. Поэтому не бойтесь и вступайте в брак. Желаю счастья!